объем рынка там миллиард рублей или объем рынка 10 миллиардов рублей, да, то есть такие расхождения, к сожалению, многие сервисы дают. Секрет, почему люди, которые приходят заряженные, но они не имеют денег, все-таки потом становятся топ-селлерами? У нас в России самые большие телеграм-каналы. Канал Wildbox News, там около 90 тысяч подписчиков. А как часто конкуренты копируют? Многие говорят, что все, уже больше органики нету. Не получится ли так, что ИИ начнет конкурировать? Мы первые в мире скрестили социальные сети и маркетплейс. А селлеры сейчас не должны себя ограничивать каким-то одним маркетплейсом, они должны масштабироваться на разные маркетплейсы. То есть она просит нас разобрать карточку, которая и так уже топ-1 в юбках. Сегодня вы узнаете очень много полезной информации от нашего гостя, нашего подкаста Владлена Строканя, который расскажет о том, как эффективно развивать свой бизнес на маркетплейсах с помощью аналитики, какие жизненные принципы нужно использовать при построении своего бизнеса на маркетплейсах, куда сегодня идет рынок маркетплейсов, в рынок аналитиков, куда нужно идти, в какую сторону нужно смотреть и многое-многое другое. Ну а также для тех, кто досмотрит сегодняшнее видео до конца, у вас будет возможность принять участие в розыгрыше призов от нашего гостя. Это подписка на 3 месяца, бесплатная подписка на 3 месяца аналитического сервиса Wildbox, тариф профессиональный. Это для вас уникальная возможность использовать классные инструменты для того, чтобы развивать ваш бизнес. А как пользоваться этим сервисом, вы сможете с нашей помощью. Мы готовы вас бесплатно обучить, провести для вас бесплатные мастер-классы. Ну и, конечно же, команда Владлена тоже не будет стоять в стороне и готова на удаленке помочь вам разобраться с этим сервисом. Хотя там на самом деле все очень просто. Очень интересно послушать вообще твой предпринимательский путь, возможно, что-то о личном, потому что я очень довольно-таки давно наблюдаю за тобой в социальных сетях. Ты колесишь практически по всему миру и при этом успеваешь развивать свой IT-бизнес довольно-таки успешно, поэтому очень интересно было с тобой пообщаться. Давай, наверное, расскажу немножко про цель своего визита в Бишкек, да, зачем я сюда приехал. Да, конечно. Про ощущения, да, это, наверное, то, с чего обычно начинает разговор в такси там или где-то еще, как у вас, как вам город, как вам погода, да. В Бишкеке я уже второй раз. Первый раз я приезжал сюда по твоему тоже приглашению на Sellers форум на Исикуль. Общее между первой и второй поездкой в том, что здесь всегда как будто не хватает времени на то, чтобы встретиться со всеми, то, что каждый день создает себе новый какой-то график встреч, и они как будто все никак не могут завершиться, не хватает времени. Как будто бы надо сюда переехать на какой-то более длительный промежуток времени. Обязательно. Да, потому что все дела здесь никак не могут закончиться, и все продолжается. Очень теплый город, теплое место, люди, максимальный комфорт для меня во всех смыслах нахождения здесь. Очень приятно это слышать. Да. По поводу селлеров, уже здесь буквально пятый день, да, провели 3 встречи с селлерами. Действительно, Wildbox уже знают очень многие, пользуются им. И я вижу то, что селлеры хотят развиваться, узнавать новые какие-то фишки из секреты, какие-то секретные секреты, которые знают у нас где-то в России, здесь как будто недоступны. И это здорово, что здесь предприниматели хотят расти, потому что Бишкек, да, Кыргызстан в целом имеет огромное преимущество, даже, я бы сказал так, перед даже российскими селлерами, потому что все-таки вы сидите на производстве, да, и правильные технологии и методы работы с именно с селлерством, методологии выхода на российские маркеты позволят вам зарабатывать сильно больше, да, вашим селлерам здесь, вашим производителям здесь.
Ну и учитывая еще нашу геолокацию, мы рядом с Китаем. Да, вы рядом с Китаем, это вообще, да, то есть Да. сумасшедшие истории можно делать, да, то есть и очень быстрая логистика, и дешевая из Китая сюда. Ну, то есть у вас прямо, на самом деле, может быть, настоящее золотое сердце для, там, золотые возможности для выхода на российские маркетплейсы и успешного заработка там. И не только на российские. Не только российские, да, конечно. Ты же, насколько я знаю, занимаешься не только российскими маркетплейсами, еще и... Да, да. Расскажи, кстати. Мы тоже. активно развиваим и сейчас площадку Alibaba, да, которая позволяет выводить производителей Кыргызстана и реэкспортеров практически на все глобальные рынки мира, в том числе и Запад, Америка. Сейчас активно развиваем такие маркетплейсы, как TikTok Shop, да, который позволяет также продать на тех же американских и европейских рынках. Поэтому в Кыргызстан, на самом деле, вот сейчас, раньше Кыргызстан называли такой тупиковой логистической зоной, да, поскольку вот здесь заканчивались все железные дороги, но сейчас, благодаря инициативам, которые сейчас проявляет в том числе и наше правительство, благодаря тому, что будет строиться железная дорога, которая будет соединять Китай, Кыргызстан, Узбекистан и далее уже Европу и другие страны, да, в том числе и Ближний Восток. Сейчас Кыргызстан действительно превращается в страну, которая занимает свое место на вот этом вот вновь возрождающемся рынке, ну, то есть шелковом пути. Шелковый путь, да. Да, и у Кыргызстана действительно хорошие возможности, то, что ты подметил, да, в первую очередь, это производство, которое стремительно развивается сейчас. Около 6 тысяч различного уровня и форматов производителей в Кыргызстане. Прежде всего, конечно, легкой промышленности, текстильной промышленности. В том числе и вот создаются различные зоны, так называемые свободные экономические зоны, индустриальные парки совместно с китайскими компаниями. Это все позволит производить и реэкспортировать товары из Кыргызстана на практически все евразийское пространство через различные маркетплейсы в различных странах СНГ. Поэтому это очень круто. Это огромные возможности, которые есть у каждого из вас, дорогие жители Кыргызстана. И это нужно понимать, если добавить сюда дополнительные инструменты, да, инструменты анализа, инструменты управления бизнесом, да, то вам открыты все двери во все страны мира, получается. Именно. Да? Потому что это самое главное. К примеру, вот на наших образовательных курсах, вот в одной из моих школ Табарман, да, вот аналитика это базовая. Без аналитики мы дальше не пускаем никого делать бизнес и заниматься торговлей. То есть поэтому, но вот в частности, твой аналитический сервис, он действительно уникален в том, что у тебя очень сильно развит еще внешний трафик, работа с блогерами, насколько я знаю, и сейчас у тебя еще появился новый функционал под названием Oracle, я думаю, ты о нем еще расскажешь. Расскажу. Ну, прежде чем мы начнем об этом говорить более детально, давай все-таки узнаем побольше о тебе. Кто такой Владлен Строкань? Откуда он, где родился, вообще семейное положение. Я думаю, что это очень интересно нашим зрителям. Ну, у меня много забавных фактов там со мной связанных. Если такие тезисные, какие вещи можно отметить. Мое имя Владлен, да, означает Владимир Ленин. Я родился на Шри-Ланке, город Коломбо. Надо же, я не знал этого. Да, на Шри-Ланке, город Коломбо. Я единственный Владлен, который родился на Шри-Ланке в мире. Да. Это из примечательных фактов. Недавно туда съездил, кстати, посмотрел, как все это выглядит. Потому что родители были... Не, родители там проходили стажировку, да? Можно так сказать, работали там. А что связано с дипломатией? Отец востоковед, филолог, да, и там была стажировка, получается, да, работал при посольстве. Значит, закончил высшую школу экономики, экономический университет в Москве, да, специализация у меня финансовые фондовые рынки. Работал в международном консалтинге компании PricewaterhouseCoopers, такая есть большая четверка. Слышал. Да, занимался аудитом, due diligence, слияние, поглощение, инвестиционный консалтинг и вещи совсем далекие от e-кома, маркетинга, селлерства и прочее. Это было очень давно. Потом у меня был небольшой интернет-магазин свой, торговал обувью, и параллельно я устроился работать в компанию Оскара Хартмана «Купи VIP», где руководил группой проектов запуска на российский рынок брендов. То есть там «Купи VIP» это был такой шоппинг-клуб.
это программа лояльности, что Нет, ты нет, покупаешь товары нет, по это был такой, эксклюзивным ценам? это был такой агрегатор различных брендов, где товары продавали с огромной скидкой. Я Ну, Off-Price знаю его проект. Off-Price, кажется, его был проект, да? Off-Price, это не его, по-моему, Не был его? проект, да, а вот CopyVip, в чем его была суть? Есть любая, ну, какой-то бизнес, например, товарный, у него есть коллекции, да, там, условно, эти коллекции, они имеют пороги скидок, по которым бизнес пытается их продать. Сначала там, условно, 30%, потом 60, 90, 70, там, 80, их не покупают. И то, что не купили, остаток, его можно, условно, там, списать в убыток, можно попробовать слить с огромным еще дополнительным дисконтом через такие вот агрегаторы, как CopyVip. То есть CopyVip — это было место, где сливался не ликвид, да? Ну, Огромной понятно, скидкой. да, не ликвид. Да. Продавался с большой скидкой там товары, и, например, там можно было купить ЦУМовский какой-то неликвид, да, и я там все даже сам как-то купил обувь Saint Laurent, там, по-моему, за 1700 рублей оригинал, просто потому что ЦУМ не мог их там продавать, потому что там была царапанная подошва. Да? Ну, то есть списывают как будто, да, и мы могли вот такие вещи продавать. И это был очень большой такой интернет-магазин, да, он даже где-то по трафику конкурировал с Wildberries в тот промежуток времени, это было давно, это был 2011 год. А сейчас он Сейчас он закрылся, да, закрылся уже, закрыт. И на базе вот этого самого CopyVip, который имел большую инфраструктуру, и логистику, и колл-центр, свои склады, и отдел разработки, все, Оскар решил запускать на российский рынок международные бренды. То есть они говорят, у тебя есть, допустим, бренд Tom Taylor, да? Вот я как-то запускал для них здесь интернет-магазин Tom Taylor Online. У них нет экспертизы, не было экспертизы на российском рынке, да? Им нужно, чтобы кто-то создал им сайт, чтобы кто-то занимался аналитикой, чтобы кто-то занимался маркетингом, доставлял товар и прочее. Они говорят, вот и мы говорим в рамках вот этого холдинга CopyVip, то, что вы можете, как бренд Tom Taylor, получить нашу экспертизу, мы вам все сделаем, и просто будете платить нам за это небольшую комиссию. Да? И вот таким образом мы выводили на российский рынок, то есть полностью выступали операторами на российском рынке крупные бренды, такие как Tom Taylor, Mex, Adidas, Paper Shop, Guess Jeans, да, там, Quicksilver и Roxy. Я многими из этих проектов руководил. Это где-то 5 лет было, да, 5 лет этим всем занимался. Затем я запустил свое маркетинговое агентство, поработал со всеми топами там, российского e-кома. Это и не только e-com, это было и FMCG, различные компании, и банки, и много-много другое. Мы строили стратегии коммуникации с клиентами, CRM-маркетинг, так называемый, делали какие-то решения, которые были направлены на то, чтобы бизнес мог эффективно собирать базу, активировать ее лояльность и полностью, да, чтобы было не только какой-то онбординг, да, за входа, когда человек собрать подписчика, поднять, заонбордить его, да, чтобы он получил определенное представление о бизнесе, и потом активировать на первую покупку, реактивировать на повторную покупку, собрать обратную связь от него, что ему все нравится и так далее. То есть вот этими вещами мы занимались в рамках моего агентства тоже около 5 лет, и параллельно уже ближе, то есть у меня был большой очень опыт маркетинга, инструментов, технологиях и понимания клиентов, да, потому что весь мой бизнес был построен на том, что нужно клиента понимать, да, потому что мы работали именно с тем, чтобы он возвращался, покупал чаще, дольше и был доволен, да, с этим. Моя теща, 2019 год, конец, выходит на Marketplace Wildberries и приходит ко мне. Продавать, да, как селлер. Подходит ко мне и говорит, можешь мне помочь просто разобраться, что тут вообще происходит? Я в плюсе или в минусе? Не пойму никак. В кабинете не отображается нормально, не понимаю. Я говорю, да, конечно, давайте посчитаю. Беру, открываю эту таблицу, начинаю делать сводку туда-сюда. В Excel? Да, в Excel. А у меня же Excel очень хорошо навык, я все-таки консультант, так или иначе, да. И Excel это было очень важное число. Я посчитал, там, мне заняло минут 15, да. Но я понял, что если у меня там 15 минут, это, задача почти нерешаемая для среднестатистического человека, и для тех, кто даже имеет навыки, нужно много времени. Да. Так? Да.
Но уже тогда было МП-стат, надо сказать, или не было? Нет, еще, по-моему, не было. Ага. Они в 20-м появились. Ага. И, значит, тогда подумал, надо сделать какое-то простое решение, раз странно, что так неудобно и настолько непрозрачная вот эта аналитика, которая очень важной является, сколько человек вообще зарабатывает. Надо было сделать какой-то простой дашборд для того, чтобы просто клиентам в рамках моего маркетингового агентства его предоставлять. Так я и сделал. Был у нас разработчик там в агентстве, я попросил его начать пилить такую таблицу. И вот он начал пилить, и в процессе там вот этого запила я понял, что на самом деле для селлеров можно делать очень много других еще дополнительных инструментов. И вот это про то, как говорят, аппетит приходит во время еды. Да? Начали разработку, и она продолжилась вплоть до марта 2023 года. Представляешь, то есть это долгое время было. То есть это делалось параллельно с моим агентством. Мы сначала сделали там базовую пилотную версию. Долго ее делали очень, потому что я сильно хотел, чтобы данные были максимально точны, насколько это возможно. Все сервисы аналитики имеют разный уровень точности. Для меня было важно сделать именно качественный продукт. И показать те ключевые метрики, которые действительно нужны бизнесу, да, розничному. Это было для меня важно. А какие-то из них было сложно посчитать, их не было у конкурентов никаких, потому что уже в тот момент начали появляться конкуренты, я видел, что у них все равно те срезы, которые я делаю, у них они не появляются. То есть вы появлялись параллельно? Наверное. Да, мы появлялись параллельно. Я могу сказать, что когда я вышел, наверное, уже позже всех. Да, я вот сравниваю, вроде бы ты начал раньше все это дело. Да, раньше, да. Но я окончательно, насколько я знаю, анонсировал такую свою работу, да, и запуск, это вот ближайший... Март 23 год. 23 год, да. Да, в марте 23 года анонсировал запуск. На данный момент в сервисе больше 130 тысяч зарегистрированных пользователей. И это, могу сказать так, что мы не вкладывали деньги в маркетинг, у нас это пока еще даже и не было. Все растет за счет нашего там сообщества в социальных сетях. Да, и сарафанка, наверное. Сарафан, партнеров и просто сарафан, да. Это тот самый случай, когда продукт просто двигает сам себя, да, и не требует каких-то дополнительных комментариев. Да. Вот специально для тех, кто сейчас работает на Wildberries, кто сидит на других аналитических сервисах, вот что бы ты мог сказать, да, чем ты отличаешься от других, в чем твоя уникальность и твоего сервиса, и чем твой сервис мог бы усилить их работу в части продвижения своего бизнеса на маркетплейсах? В целом он отличается идеологией. Ну, то есть он не похож. Несмотря на то, что... давай тогда так, наверное, сагрегирую. В сервисе сейчас больше 60 инструментов. С помощью них можно решать там 4 блока задач. Можно анализировать конкурентов, понимать за счет, как они управляют своей ценой, ассортиментом, складами, цветами там, и так далее. И как будто бы эту задачу можно решать в любом сервисе, потому что уже многие аналитические сервисы да, там, показывают тебе, сколько зарабатывает конкурент или как он управляет ценой. То же самое, что я сказал. Но мы делаем это особенным образом. У нас наши инструменты и визуально, и по срезам ни на что не похожи. Мы максимально много имеем различных метрик и возможностей комбинирования визуального и так далее тех или иных данных. И, конечно, здесь важно, когда мы говорим про анализ конкурента или поиск ниш, это точность. Мы очень много времени потратили на то, чтобы сделать данные, которые мы вводим по выручке, расчетные. Это же расчетные данные, нам никто не сливает там информацию по конкуренту, по тому, сколько та или иная карточка зарабатывает. Мы их считаем просто. Это расчетная штука на основе изменения остатков, чтобы сделать максимально точными. Да? То есть мы очень много времени инвестировали в точность. Мне говорили даже, что это глупо, не надо так много времени тратить на это, лучше быстрее заходи, забирай рынок. Зачем? Как бы людей устроит и 30, и 50% расхождения с фактом. Да ладно. Ну и, как правило, действительно, если мы говорим про многих конкурентов, расхождение у них существенно выше, чем у нас. На данный момент расхождение в нашем сервисе составляет там порядка до 5-10% с фактом. По данным именно той контрольной выборки, которую мы мониторим, если мы говорим по продаже с
с склада Wildberries. Да, то есть это один из лучших, если не лучший показатель среди всех сервисов. То есть точность, это, могу сказать, что это наше конкурентное преимущество на рынке. Да? Ну и все-таки действительно имеет значение у тебя объем рынка там миллиард рублей или объем рынка 10 миллиардов рублей. Да? То есть такие расхождения, к сожалению, многие сервисы дают. Да? У нас довольно точно. Ну, круто, круто. Так вот, с помощью сервиса можно анализировать конкурентов с высокой точностью, можно находить ниши, тоже с высокой точностью. Для этого существует огромное количество инструментов, в том числе Oracle запросов, которым ты сегодня затронул. Новый инструмент тоже направлен на поиск ниш. Что такое Oracle запросов? Для тех, кто еще не знает. Oracle запросов — это возможность вычленить из большого пула ключевых запросов на Wildberries те, которые обладают нужными для тебя характеристиками. Характеристиками, например, сезонности. Покажи мне ключи, которые имеют сезонность, например, сейчас февраль, да, которые будут иметь сезонность в период с марта по июнь, например, да, что там будет сезон, что это будут сезонные ключи, которые растут в марте и в апреле, а падают, допустим, в июне, да, то есть он тебе отберет именно такие ключи, которые имеют частотность больше там 10 тысяч за последние 30 дней и при этом выросли на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, который привязан к предмету, который имеет процент выкупа больше, чем 75%, например, да, то есть ты можешь, который имеет комиссию по ФБО меньше, чем 15%, и процент товаров в рекламе на первой странице меньше, чем 30%. То есть это огромное количество фильтров, где ты можешь отбирать ключевые запросы, которые будут условно будут расти в нужный для тебя промежуток времени, которые имеют нужные для тебя критерии конкуренции, да, то есть параметры конкуренции, например, там, количество карточек по этому запросу или уровень рекламы на первой странице, потому что сейчас далеко не все запросы на самом деле полностью забиты рекламой, да, потому что многие говорят, что все, уже больше органики нету, но тем не менее есть реально запросы, которые очень много трафика собирают, где мало конкурентов, и при этом еще очень высокая органика, то есть там 80-90% органика. Да, есть такие запросы. И ваша задача их находить как-то из этого огромного объема, да, запросов. Oracle именно это позволяет делать. Сколько это время занимает в среднем? Поиск? Да. По 3 секунды. Зависит от скорости вашего интернета. 10 секунд найти такие запросы. Да. Это Oracle. Да, это Oracle. Классная штука, если мы говорим про поиск ниш. У конкурентов есть такое? Такого не увидел никого. Да. И там, по сути, применяется скоринговая модель. Еще отдельно мы сделали скоринг каждого ключа, то есть оценку, где мы присваиваем рейтинг, что вот этот ключ, допустим, оценку 5 баллов имеет, этот ключ имеет оценку 4 балла. И вот Макс Попов, наш с тобой общий знакомый, ты знаешь, что он хороший очень арбитражник, да, то, что у него есть определенная технология по подбору ниш. Многие вещи именно в Oracle запросах было сделано в коллаборации с ним, то есть он подсказывал свои методологии, которые он использует в своем товарном бизнесе. Да, то есть вот эта скоринговая модель. На основе его таблиц там и все такое, да? Да, то есть Максимом мы тоже это обсуждали, то есть какие алгоритмы они используют в команде, да, что все-таки у них большая экспертиза именно в подборе товаров, да, там и в анализе ниш своих, какие они используют инструменты, как они оценивают нишу, да, вот, и он тоже делился своими какими-то данными, какой скоринг они используют для каждого ключа, и это тоже заложено в Oracle. Ну, то есть Oracle — это не просто какая-то история, придуманная продакт-менеджерами, это очень сильно связано с реальным бизнесом успешных предпринимателей, селлеров, лидирующих на российских маркетплейсах. А как часто конкуренты копируют твой Очень, сервис? копируют тебя всегда, да, то есть это абсолютно нормально, но когда ты копируешь, ты все равно, я же нахожусь все время в постоянной разработке, да, и когда они меня копируют, я уже выпускаю что-то новое, и они опять позади. А копируешь ли ты? Нет, никогда не копирую ничего. Никого? Да, это вопрос идеологии. Как приходят вообще идеи? Сейчас скажу, почему я не копирую. Ну, здесь вопрос просто подхода и идеологии. Для меня важно, чтобы все, что я делаю, продукты, которые я делаю, они были особенными. Да? Это еще идет с университета. У меня, условно, никогда не было цели заработать именно много денег. Я все время хотел
каких-то других благ. Что-то да, сделать. Да. Да, хотел нет каких-то других просто благ, там, с какого-то социального признания там, и так далее. В общем, в университете, когда я учился в экономическом университете, меня вдохновлял такой Джон Нэш. Это «Игры разума». Смотрел фильм? Ну, смотрел, да. Да, вот, да, и мне хотелось какую-нибудь там, не знаю, Нобелевскую премию, что-нибудь получить, такие вещи, да, то есть какую-то теорему доказать, по-моему, не знаю, что-то такое сложное, что никто не мог сделать, чтобы я вот это сделал, да, это мне важно, хотелось какие-то открытия делать, любопытство. Да, И сейчас так же? И сейчас также мной движет желание создавать ценность, создавать ее по-новому, то есть то, что уже сделал кто-то, мне это уже не интересно автоматом, да? Я хочу делать новые, прорывные какие-то вещи, ходить по тем дорогам, которых еще никто не ходил, как, например, там с инструментом, ты знаешь, у нас есть инструмент мы первые в мире скрестили социальные сети и маркетплейс, да, то есть продажи маркетплейса. У нас же есть данные по продажам там 100 миллионов условно карточек на Wildberries. Мы собрали отдельное упоминание артикулов, которые представлены на маркетплейсах по 6 социальным сетям. Это запрещенный в России Инстаграм, это ВКонтакте, Телеграм, YouTube, Яндекс.Дзен, ТикТок. Да? Мы в всех них нашли эти упоминания этих артикулов 100 миллионов в разные промежутки времени и сделали систему, которая связала вот это упоминание артикулов в тот или иной день, что вышло размещение в той или иной социальной сети, с влиянием этого размещения на продажи. Тем самым у нас получилась огромная база, в данный момент больше 10 миллионов уже публикаций проанализировано и находится в нашем сервисе, которая позволяет вам теперь, дорогие селлеры, понимать, какое размещение в социальных сетях дало какой результат. Вы можете увидеть, где размещают рекламу, каких блогеров ваши конкуренты, и на каких размещениях они зарабатывают, а на каких нет. Можете понять, какой формат рекламы заходит людям, а какой нет. Как лучше продавать платья, через каких блогеров, какие социальные сети и с каким контентом. Да? То есть вы все это можете увидеть теперь благодаря Wildbox. Понятно, что это не является какой-то волшебной палочкой, но так или иначе он очень сильно в данном случае помогает сократить многовариативность выбора нужного формата блогера социальной сети для повышения эффективности и возможности зарабатывания больше денег через блогеров. Да? То есть это мы первые в мире сделали. Пока аналога ни у кого нет такого количества проанализированных публикаций. Понятно, что конкуренты начали тоже пытаться копировать, делать что-то похожее, но пока никого рядом приблизившегося нет на текущий момент времени. И возможно ли через сервис прям найти контакты этих блогеров, связаться с ними? Да, мы не собираем их контакты, у нас есть прям прямая ссылка на каждого блогера, на каждый пост. Ссылка на их все, да, там можно также провалиться в карточку самого. У нас есть в системе оцифровано каждый блогер. Ты можешь провалиться в блогера, посмотреть, где он кого рекламировал, сколько выручек, выручки там дополнительно после этого произошло, да, и так далее. А почему не создаете платформу, где вы можете объединять блогеров и селлеров? Мы создаем, но просто Нет, я имею в виду, вот ты же говоришь, что мы не можем давать контакты, то есть или мы не даем контакт блогеров. Я понял тебя. Ты говоришь про развитие, да, этого направления. Очень правильно мыслишь, и мы тоже смотрим в эту сторону. Да, то есть дополнительно давать возможность сразу заказать рекламу этого блогера. Да, почему нет? Мы смотрим, всем хорошо. Мы смотрим в этом направлении. Просто очень сложная, на самом деле, это нетривиальная была задача собрать такое огромное количество публикаций, то есть 10 миллионов упоминаний, да, артикулов в социальных сетях. И это же еще постоянно обновляемые данные. Это же не просто один раз собрать, это мы постоянно обновляем эти данные. Рейтинг, например, блогеров там. Да, рейтинг блогеров или просто отзывы. Если у тебя есть артикул, ты же должен не один раз по нему пройтись, ты должен его проверять все время, например, может быть, что-то новое вышло в той или иной социальной сети про него, да. Вот эта система обновлений, сбора данных и в таком большом количестве, это была непростая задача. На данный момент, говорю, на рынке пока никто больше не решил, или, по крайней мере, мне об этом неизвестно.
И сейчас дальше, конечно, в рамках какого-то пути развития этого инструмента я смотрю в коллаборации с блогерами. Да. Вообще, как ты видишь ближайшее будущее, связанное с аналитическими сервисами, ну, в том числе и на маркетплейсах, с приходом тех же самых, того же самого искусственного интеллекта, да, который сейчас стремительно врывается во все сферы бизнеса, жизни. Вот, не получится ли так, что ИИ начнет конкурировать с такими компаниями, как вы? Нет, конечно. Я не думаю, что и будет конкурировать. Он не может конкурировать ни с человеком, ни с искусственным интеллектом, ни с... Я просто знаю, что сейчас многие селлеры прям анализируют какие-то вещи бизнеса на маркетплейсах, то есть они обращаются к чату GPT. Те же самые там... Да, это просто удобная настройка. Я так скажу, чат GPT, если мы говорим про аналитику, может быть таким неким Excel+, то есть он может анализировать массивы данных, которые у него входят, и выдавать какие-то сразу готовые тебе выводы. Но этот массив данных надо загрузить, Да. надо все это настроить. Да. Сам это не То есть нужно обучать ИИ, да? Нет, это нужно туда все время постоянно загружать эту информацию. То есть это не может быть самостоятельным просто инструментом без привязки к, ну, если мы говорим про аналитику, без привязки к данным, которые у нас имеются, да, то есть мы должны подготовить заранее данные, массивы, срезы, и после этого он уже будет все это обучить, дать нужные паттерны, и тогда он сможет уже какие-то выводы выдавать. И насколько они будут корректны, тоже еще вопрос, который нужно все равно дополнительно проверять. Вот, поэтому, если говорить просто про какую-то конкуренцию с искусственным интеллектом, нет, конечно, это классный искусственный интеллект, это не про конкуренцию, это про дополнение, это про новые возможности для анализа, для создания контента и прочего. Да? Если вообще говорить про тренды, я думаю, что с помощью искусственного интеллекта в ближайшее время будет происходить автоматизация маркетинга. Да? Сейчас, в принципе, маркетинг уходит в социальные сети, в просмотры, в контент-воронки, так называемые. Да, и здесь нужно уметь делать контент быстро, много, и заливать его в максимальное количество социальных сетей, быстро отслеживать результат и так далее. Здесь, конечно, искусственный интеллект может очень сильно помочь. Есть АИшки, которые генерируют контент, есть АИшки, которые пишут сценарий для этого контента, есть АИшки, которые могут все это выкладывать в социальных сетях, да. Есть АИшки, которые могут собирать обратную связь, обратную связь, аналитику по этим размещениям, видео делать, фото делать и так далее. И так называемые контент-машины. Да? Это называется контент-машины с помощью искусственного интеллекта, которые создаются. Все сейчас пытаются создать такое. Многие бизнесы, бренды и так далее, все пытаются. Но пока прям каких-то супер успешных кейсов, чтобы прямо массово по 200 роликов, условно, в день, чтобы генерила там машина для какого-то бренда, контент-машина для какого-то бренда, я еще не встречал. Но к этому идет все, наверное, к этому 100% придет. Да. Я думаю, что за этим будущее. Но всегда за этой машиной сидит человек. Вот. Поэтому, когда мы говорим про конкуренцию с каким-то сервисом или с человеком про ИИ, нет, это просто ручка. Короче. Планируешь ли ты использовать ИИ в своем сервисе, где-то внедрять? Да. Мы уже используем ИИ в нашем сервисе. У нас можно написать тексты для описания карточек сразу на сервисе с помощью искусственного интеллекта. То есть ты можешь сразу собрать себе ключевые запросы, по которым хочешь продвигаться, там, группировать их, там, кластеризовать их, группировать их, написать с помощью них продающий текст в один клик, там, да, с помощью искусственного интеллекта. Кстати, у нас еще есть SEO AI, да, то есть ты можешь просто отправить в наш сервис ссылку на свой товар или на товар конкурента, и система соберет тебе автоматически все семантическое ядро на основе похожих товаров на твой товар, да, то есть соберет именно запросы, по которым тебе стоит продвигаться, да, покажет, как тебе лучше заполнить название, как тебе заполнить лучше на основе, опять-таки, данных лидирующих карточек похожих товаров, да, на твой, как тебе заполнить название, как тебе заполнить характеристики, что тебе нужно сделать, чтобы твое SEO было максимально похожим на лидеров.
и тебе для этого ничего не нужно сделать, кроме как отправить одну ссылку на свой товар. Отлично, отлично. Вопрос такой следующий. Вот я как уже отметил, ты часто практически путешествуешь во многих странах мира, как ни посмотришь, что ты там где-то на Юго-Восточной Азии, где-то там в Средней Азии, в Москве, в Европе. Вот как тебе удается вот управлять своей компанией, развивать ее, и при этом я знаю, что ты проводишь много еще времени с семьей. Вот все это совмещать, вот что, вот, ну, такой, может быть, предпринимательский такой совет для предпринимателей, как можно все успевать и создавать что-то такое невероятное. Я точно не про все успевать, я не все успеваю. Но тем не менее, все-таки результат, он налицо. Я думаю, что нужно правильно уметь выделять приоритеты, да. Я знаю много людей, которые тратят очень много действий, усилий на какие-то задачи, которые в конечном счете дают совсем маленькое влияние на их жизнь, то есть действия ничтожные, да. Я стараюсь делать только те вещи, которые реально могут дать ключевые результаты. То есть, например, если выбирать там между функционалами, которые можно сделать, там, из 1000 фичей, которые есть в бэклоге, я сконцентрируюсь на тех, которые реально могут дать сильную доп. Пользу для селлера, соответственно, мне усилить определенный какой-то пиар-эффект, да, для компании, для сервиса и прочее. То есть я выделил приоритеты, я не занимаюсь кучей мелких фичей, которые условно там никак нас не позволят выделиться. Я делаю ставку на какие-то вещи, которые действительно дадут мне больше узнаваемости и, соответственно, результатов селлерам. Если говорить про просто жизнь, я стараюсь не тратить время на людей, которые мне не интересны, на разговоры, которые мне не нужны, на партнеров, которые бесполезны, на все, что не дает мне ценности или или взаимодействие с чем просто бессмысленно. То есть, итого, да, Марсель, я не все успеваю, я стараюсь уделять время важному, семья — это очень важно, если, но при этом, допустим, я мало уделяю времени сейчас спорту и так далее, да. В этом году хочу, например, этому тоже себя посвятить, потому что человек должен, все-таки здоровье — это тоже очень важный приоритет. За всеми зайцами я не успеваю бегать, но я обычно стараюсь бежать за 5-10, не за одним, и в процессе 2-3 ловить. Да? Вот. Просто активно стараюсь делать максимум, выжимать максимум из любого результата, возможностей, которые у меня есть. Это мой подход в целом по жизни. Да? Даже вот сейчас вот я приехал в Бишкек, я не отказываю если есть возможность встретиться с кем-то важным, полезным для развития моего продукта, если есть какая-то перспектива от того или иного действия, я всегда, несмотря на свое состояние, там, усталость или что-то еще, я это сделаю. Да, то есть я всегда, никогда не говорю «нет» тому, что важно. Но при этом всегда говорю «нет» тому, что не важно. Вот так вот. Поэтому секрета никакого нету в быстрых результатах, кроме просто правильной приоритизации и понимания того, что ты делаешь, кто вокруг тебя. Все. Да. А про семью не расскажешь? Вот, да, я женат, дочь 5,5 годиков, Золотолиса. Они живут со мной, да. С тобой? А где ты базируешься, вот учитывая, что ты везде практически, вот по моим наблюдениям? У меня нет даже своей квартиры, мы снимаем, действительно, потому что все время в разных местах находимся, то там в Греции, то в Турции, то где-то в Дубае, то еще где-то, да. И поэтому нет нужды где-то осаживаться. Привязываться, конечно, да? Да. Ну, какого-то прямо... мне нравится двигаться, да, потому что каждое новое место, оно создает определенный вайб, новые знакомства, новых людей, новое настроение, с помощью которого ты можешь, опять-таки, творить, создавать что-то, да, новое. Потому что я считаю, что предпринимательство, оно тоже сильно связано с творчеством. Творческая штука. И когда мы говорим про мою платформу Wildbox, для меня это тоже как инструмент. Для меня это тоже как инструмент реализации. Я просто стараюсь реализовать свои
какие-то идеи, да, и когда я прихожу на эфиры, и люди пишут, там ставят огни, пишут шок, 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 там, типа, что там зашел функционал, для меня вот это важнее, чем даже деньги, которые потом я заработаю с них или нет, я уже заработал от того, что у них такая положительная обратная связь. Для меня вот это важно, да, ценность. Ключевая это ценность. А сколько у тебя людей в команде? И сколько было? Я знаю, что на этапе создания было много разработчиков в целом, да. Не, на самом деле, на Ты этапе... потратил немало миллионов денег на создание этого сервиса. Вообще, это где ты взял капитал, чтобы создать этот сервис? Возможно, это какие-то инвестиционные средства, личные. Ну вот об этом, если можно. Я не могу сказать, что у меня большая команда, она не такая прям большая, просто я стараюсь работать, опять-таки, с эффективными людьми, с не людьми одной функции, да, потому что есть человек, который там условно может только бумажку переворачивать, есть только, который может там ручку принести, другой, который может написать. У нас не так, да. Я стараюсь, чтобы люди были многогранные и готовы были выходить за рамки тех функциональных обязанностей, которые у них есть. Это позволяет мне иметь относительно не так много людей, сотрудников в компании. То есть это более эффективно? Да, это про эффективность. В команде? Ну, например, сообщество, так скажу, самые большие телеграм-сообщества, которые у нас есть. У нас в России самые большие телеграм-каналы. Да, то есть у нас канал Wildbox News, там около 90 тысяч подписчиков. У нас аудитория ботов аналитических порядка 300 тысяч селлеров. Да, 300-400 даже тысяч селлеров. Там зависит от того, пересечением без. Плюс у меня личный канал там порядка 50 тысяч. Я не потратил на это ни рубля, как я подчеркиваю, и делал это там, условно, с командой еще одного человека. Да? То есть, это, чтобы ты понимал, это не... который занимался этим не команда, корпорация какая-то, да, которая занимается там каким-то информационным, так сказать. Не, у меня просто один человек со мной работает, который со мной вместе вот это вот все. Ну там достаточно много контента, я сам тоже подписан. Да, это вопрос про эффективность, вот просто, не более того. Мне кажется, там целая команда и что кажется, да. Не, наверное, публикации. Если бы процесс был неэффективный, люди были неэффективны, то, наверное, так и было бы, да, там сидел бы 10 человек, 15, да. И даже близко бы не добились бы этих результатов, потому что делали неверные действия. Здесь вот понимание верных действий тоже зависит от твоего опыта. У нас он есть, поэтому как бы все вот так. То есть я стараюсь не держать лишних людей, стараюсь быстро прощаться с людьми, которые неэффективны. Есть такое понятие fail fast. Да. Удаляй быстро. Увольняй быстро. Нет, или как? Если ты заметил, что ты допускаешь ошибку, сразу начинай исправлять моментально. Да? То есть не жди. Не надо ждать. Ты общаешься с сотрудником, и ты понимаешь, что он тебе не подходит никак. Не нужно ждать. Нужно, если он тебе не подходит сейчас, давать шанс. Это никогда не работает. Никогда. У меня это никогда не работало. У тебя работало? Думаю, что нет. Нет, ты даешь шанс, ты ждешь, потом 2-3 месяца, да, все равно заново. Я давал много шансов. Да. А ты на самом деле этим шансом ты себя обманываешь. Да. И приходило к тому же, что и было. Все равно ты придешь к тому, что просто ты потеряешь время. Тогда я подумал, зачем я теряю время, лучше я сразу здесь загашу. Абсолютно согласен. И вот я теперь это делаю реально быстро. Это навык. Это пришло с опытом, наверное. Да, я вам всем советую принимать решения быстро. Избавляйтесь от неэффективных людей, неэффективных общений, неэффективного всего вообще, что у вас есть. Действий, работ, проектов, неэффективных карточек товара, да, неэффективных моделей, да. Не надо пытаться тянуть мертвое и пинать лошадь мертвую, да, как это, не пинайте дохлую лошадь. Да, не надо, это все ничего не приведет, и не оживет. А как находить людей, нужных тебе? Ключевое ядро команды, я изначально, когда оно с самого начала проекта, да, там я собирал сам. Многих, сейчас, конечно, понятно, работает HR, они ищут на постоянной основе людей, нанимаем, смотрим. Ну, как ты понимаешь, что этот парень, да, я готов ему дать там шанс? Или сейчас я даже могу сказать, я не принимаю даже этих решений, это принимает уже HR, да, HR. А раньше я смотрел в разные промежутки времени по-разному. Да, там, когда-то смотрел там, на соотношение его знаний, приятности общения, готовности работать много и цены. Да, там. Потом я смотрел уже меньше где-то на цену.
больше только на знания там, да, и уже приятности общения меньше. Потом мне нужно было компа. То есть в разные промежутки времени мне нужны были разные люди, разные были возможности у бизнеса. Я смотрел вот так вот. Но всегда, что я смотрю в человеке, чтобы он был человеком. Да? То есть мне очень важно, чтобы это были не безразличные люди, которые не будут относиться как к заводской работе, чтобы в 6:00 звонок прозвенел, и убежал, этого не было. Да? Людей, которые хотят развиваться, именно создавать продукт, да? Которые понимают, куда они идут работать. Не просто типа я закинул сюда, еще в шоколадную фабрику, еще куда-нибудь там, не знаю, в детский сад резюме, и мне все равно, да, я буду работать в сервис-аналитике или там в детском саду, то есть мне все равно. Да, таких людей я не смотрю, я хочу, чтобы человек понимал, куда он идет, что за компания он приходит, почему ко мне именно обратился, а не к какому-то конкуренту, почему. Вот я хочу, чтобы он знал это все заранее. Если он это знает, то это уже хорошо. То есть развивал какие-то ценности, да? Да. Много людей пришло в команду просто через личный блог, да, мой. Ага. То есть написали: хотим работать с вами, как вот есть какие-то вакансии, вот я то-то умею, хочу присоединиться. Но такие люди максимально обладают уровнем мотивации, потому что они пришли конкретно по то, что им нравится продукт, им нравится идеология, им нравится продукт, может быть, это то, что я делаю. Как ты видишь будущее в целом рынка аналитики, и вообще куда идут, и вообще ты куда смотришь? Как ты видишь свой сервис, там, условно говоря, через год, 2, 3? Каким ты видишь свой сервис? Если не секрет, конечно. Не, я считаю, что нужно двигаться за селлером. То есть я буду там, где будет селлер. Селлеры сейчас должны понять то, что они не должны себя ограничить каким-то отдельным одним маркетплейсом. Если мы говорим про селлеров из России, они не должны себя ограничивать каким-то одним маркетплейсом, они должны масштабироваться на разные маркетплейсы, потому что нельзя быть зависимым все время только от какого-то одного игрока. Эти маркетплейсы есть в разных странах, да, то есть нужно стараться тоже быть глобальными. Я думаю, что тренд будет идти на то, что селлер поймет, что он не просто селлер, а дистрибьютор. Он дистрибьютор, который может дистрибутировать свою ценность, свои продукты на разных рынках, как в рамках разных стран, так и разных, соответственно, маркетплейсов разных стран. Да? И как ты видишь роль свою в этом? Помогать им принимать решения, что нужно на том или ином маркете, какая эффективность их работы в том или ином плейсменте. Да? То есть это ключевая задача, то есть сделать кросс-маркетплейс решение. Ну, то есть не ограничиться одним Wildberries. Конечно, нет. Ты видишь себя таким универсальным аналитическим сервисом, который работает практически со всеми, да, там загружаешь карточку с Alibaba, и он мониторит условно, что-то в этом условно, роде. да. То есть мы сейчас делаем уже много времени, в ближайшее время появятся эти инструменты, прямо вот совсем в ближайшее время, кросс-маркетплейс решение, где мы соединим разные маркеты вместе, да, то есть уже сейчас около 80 инструментов новых. Я знаю, ты еще вот ведешь переговоры с Alibaba, да, какие-то интеграции планируете? Да, и с Alibaba мы ездили, встречались в 1688, тоже общались, да. Вы являетесь официальным аккредитованным партнером Wildberries, насколько я знаю, мы являемся авторизованным партнером Wildberries. Да. Это значит, что нам можно доверять свои API-ключи. Мы имеем интеграцию с Wildberries в один клик, то есть селлеры через нас могут в один клик передать данные из своего кабинета API к нам. Называется однокликовая такая интеграция, да, бесшовная. У нас есть там свои чаты с представителями маркетплейса, да, мы с ними на связи постоянно находимся. А в части точности данных они как-то тоже подтверждают или об этом? Ну, маркетплейс, он выдерживает дистанцию от того, что да, есть партнеры, и он никого не уделяет, но я... Ну, хотя бы так, кулуарно. Кулуарно, да. Да. Отлично. Что бы ты посоветовал, все-таки Wildberries такая площадка, ну, в целом, многие маркетплейсы, они превращаются уже в такую площадку для профессионалов. Да, уже не каждый там может прийти там на маркетплейс и начать бизнес там с нуля. Все-таки это уже такая площадка для профессионалов, для таких сильных игроков, которые реально решили делать бизнес на маркетплейсах. Что бы ты посоветовал все-таки начинающим селлерам, которые все-таки приняли решение реализовывать себя в области электронной коммерции, стать предпринимателем на маркетплейсах?
заняться товарным бизнесом, но у них, возможно, что-то не получается. Мгм. Вот какие-то моменты, ну, всегда в начале пути что-то не получается. Вот твои советы. Мои советы. Первое. Ну, нужно находиться всегда в нетворке. Да, кстати, я обратил внимание, что в Бишкеке много довольно-таки разных блогеров, они, которые занимаются тематикой маркетплейсов, у них есть какие-то свои небольшие группы, но они как будто вместе все не общаются, они разрознены, да, и это, я считаю, что точка роста Да, здесь да, нужно создавать. И я знаю, что ты такие вещи сейчас делаешь, и у тебя есть это бармане, возможно, мероприятия. Вот таких событий должно быть как можно больше. Какие-то слетов селлеров, нетворк, с ними нужно общаться, вы не должны конкурировать, вы должны дружить, усиливать друг друга, находить точки роста. То есть нетворк — это ключевой фактор развития любого бизнеса, а для селлеров я считаю, что это невозможно. Пример тебе приведу. Мы здесь познакомились с одним парнем, который ездит, ищет различные там товары, там ниши, которые выходить, которые выходить на маркетплейс, да, какую одежду выбрать, какую ткань выбрать, какого поставщика или закупать, или производить, здесь шить, там шить, он не знает, да. И вот он ходит и просто в процессе общения с нами, да, он просто, в нашем сейчас кругу общения находится, в данный момент мы приехали сюда, в наш круг общения, с нами, там, с другими ребятами, которым мы его там познакомили, которых он познакомился. Он 15 раз уже поменял свою стратегию, понимаешь? Вот. Просто в процессе общения. И каждый раз он уточняет и делает лучше. И в итоге он тем самым, вот просто благодаря общению, сэкономит себе кучу денег, времени и ошибок избежит. Потому что он именно с нами общался. Когда ты сам с собой только один сидишь, боишься, что твое там кто-то узнает, потому что ты хочешь заработать денег, что там какая-то у тебя супер ниша и так далее. Ты боишься конкуренции и хочешь прятаться от всех, то это не работает. Да? Нужно быть всегда в среде, в общении. Поэтому первый совет будет: найдите себе круг общения, найдите какое-то сообщество единомышленников, да, и тусуйтесь с ними, да. Это первый совет. Это первый совет. Второе, это нужно постоянно действительно учиться развивать свою команду, себя, потому что вы должны знать, какие есть инструменты аналитические. У Wildbox, например, кстати, есть 6-часовое, бесплатное абсолютно, да, обучение по сервису, по аналитике. Напишите к нам на сайте, да, мы оставим ссылку, да, наверное, у тебя под конечно, роликом, конечно. да. Напишите то, что вы от Марселя, мы вам предоставим такое обучение, напишите нам в чат поддержки. Не, Да. мы, кстати, вот в рамках каждого нашего подкаста для наших зрителей проводим различные типа конкурсы, разыгрываем призы от наших гостей. Поэтому есть смысл, я думаю, что разыграть какой-нибудь там, не знаю, 2-месячный, 3-месячный там Давай разыграем аналитический сервис для тех, кто оставит классные отзывы, комментарии, да, и, наверное, самый лучший комментарий мы отметим и подарим им. Давай подарим 3 месяца профессионального тарифа максимального. 3 месяца профессионального тарифа. А сколько стоит он тариф ориентировочно? Ориентировочно он стоит около, наверное, 45 тысяч. 3 месяца будет стоить, или 50 тысяч, что-то такое. Дорогие друзья, для тех, кто досмотрит данное видео до конца и оставит комментарий, поставит лайк, там, нажмет на эти колокольчики, там, как это обычно говорят. Лайкнуть надо, написать Лайкнуть, комментарий да, и поставить пальчик вверх. Да, пальчик вверх. В общем, мы выберем несколько, я думаю, 1 или 2, сколько можно. Давай 3 штучки подарим. Мы выберем самых 3 интересных комментариев и подарим вам подписку на профессиональный тариф. На 3 месяца. На 3 месяца, да. Сервис аналитики Wildbox. Ребята, это для вас уникальная возможность для себя освоить классный сервис. Именно тариф профессиональный позволит вам ощутить все возможности да, и все плюшки, так называемые сервис аналитики Wildbox. То есть, итого, мы обсудили, что важно селлеру. Это нетворк, да, то есть общение, среда. Второе, это постоянное обучение, учиться, да, там, узнавать, опять-таки, учиться не каких-то инфо-цыган, блогеров, которые вам говорят, что вы заработаете миллиарды. А как можно их отличить? Их можно отличить очень просто. Кто это люди? Это представители, это те, кто учит тебя инструментам, да, или те, кто тебя учит какому-то
Как заработать миллион, да? Да, или как заработать миллиард, да, там. Миллиард, Да. да. Кто они, как они вообще выглядят? Если там присутствует история с «Богатая жизнь», что-то такое, то это не то, что вам нужно, это факторы отрицательные. Являются ли они спикерами каких-то конференций серьезных, например, как вот Табарман, да, вот он выступает, или там, не знаю, еще какой-то оборот конференции. Ну, состоятельные люди, они достаточно скромные, да, и в социальных сетях тоже. Да, мне как они кажется. вообще выглядят? Ну, в принципе, же понятно, Да. что за человек. Да. где. Да. Я рекомендую именно идти к каким-то практикам, у которых есть экспертный блог, да, где они пишут не только про свою личную жизнь, но и про реальную практику бизнеса. Вот таким вот ребятам я рекомендую обращаться. То есть вам нужно постоянно учиться. Ну, пробовать надо. Понятно, что все равно у всех может быть какая-то вода и прочее. Все это нужно отсеивать, смотреть и так далее. Но обучаться надо постоянно, быть в тренде, следить. И чтобы команда тоже росла, двигалась. Да. Плюс есть новые технологии, в том числе мы сегодня затронули тему искусственного интеллекта. Как минимум ваша команда должна вся уже перейти на чат ГПТ в части того, что использовать его в работе. У меня это используют сейчас все абсолютно. Там, от бухгалтера до HR все используют чат GPT. Кто-то пишет там документацию, кто-то ставит технические задания через это. Да, то есть, это очень важно, чтобы в вашей команде, ваша команда и вы двигались много со временем. Искусственный интеллект нужно осваивать. В том числе для селлера уже сейчас можно освоить чат GPT для написания сценариев контента. Это уже можно сделать. Технические задания для блогеров можно использовать чат GPT. Можно использовать различные АИшки. Кстати, давай отправим, да, тоже какой-то список, если... Ну, можно прикрепить список АИшек какой-то, да? Если там Да, именно Я могу поделиться. упрощает работу селлера, да? Да, который упрощает работу селлера. Отлично. Да, с которых можно готовить, делать фотографии, можно делать нейрофотосъемку сейчас даже, ты понимаешь? То есть кого-то на красивой модели в классной студии была произведена съемка, хотя там просто вещь была изначально сфоткана на двери, там висела, да? То есть можно делать прям фотосессию через нейронки. Я считаю, что ваша команда должна все это знать, все эти инструменты. Видео, можно ролики делать через нейронки. Да. Вот это вам рекомендую учиться обучаться. То есть обучаться. Это всегда нужно делать, расти, чтобы... Четвертое, я вам рекомендую путешествовать обязательно. Потому что допустим, мы сейчас сначала встретились в Казахстане, там же был форум, потом я уже прилетел сюда в Кыргызстан. По большому счету не было ни одной поездки, ни одного места, куда я поехал, если я нацелен, заряжен на то, чтобы получить результат, чтобы она прошла бесполезно, чтобы я вернулся без каких-то целей, да, без каких-то новых знакомств, без каких-то новых пониманий, инсайтов и прочее. Поэтому обязательно путешествуйте, можете ездить там в Китай, в Россию, общайтесь там с селлерами. У нас много слетов в России проходит, селлеров тоже обязательно ездите. Смотрите, развивайтесь, это очень сильно помогает. Да. Многих останавливает такой фактор, что у них просто, они хотят заняться товарным бизнесом, но у них нет денег. Вот такой вот, у них нет денег. Хотя вот на практике, вот, например, нашей школы, да, у нас там порядка 80% учеников приходят без денег. Ну, они просто приходят отчаянно как-то стараться изменить свою жизнь. Но вот происходит такое волшебство. Эти же люди, которые пришли без денег, становятся топ-селлерами. А те, кто имел какой-то капитал, там, проверил, не его, и все. На этом он перестал заниматься маркетплейсами. Вот как ты думаешь, в чем секрет? Почему люди, которые приходят заряженные, они не имеют денег, все-таки потом становятся топ-селлерами? Это разница в уровне голода, который внутри тебя. Голода? Голод, да. Голод именно внутреннего желания выбиться, добиться результата, да. То, насколько сильно ты хочешь. Как говорит Оскар, если тебе немножко хочется, просто как тортик, то тебе ничего не получится. Ты должен хотеть так, как будто тебе не хватает воздуха. Да? То есть тогда у тебя получится. Я действительно здесь в Бишкеке тоже познакомился с одним молодым парнем, 20 там, с чем-то лет. У него уже сейчас оборот на Wildberries около 60 миллионов. До этого ничего не было, не обеспеченной семьи, там, сам себя учил, качал, там, занимался, очень много работал.
старался набираться экспертизы от всех, учиться у каждого, вот. Так, и вот он добился этого результата. И другой парень тоже познакомился, тоже работяга вообще какой-то. Ну, прям видно, что человек очень много работает, старался, он этой темой живет, он прямо двигается, ему важно развиваться, учиться, знакомиться с людьми, которые ему могут что-то дать, дополнительно какие-то знания. Он сильно очень заряжен, и получается, у тех ни у кого много денег, тот-то заряжен, но эти деньги не проблема, вообще никаких. Если у тебя их нету, ты можешь всегда присоединиться к кому-то, у кого есть они, да, но у которого нет экспертизы, твоей энергии, там, знаний, да. А знания может получить сейчас любое, это доступно каждому. А если у тебя будут знания, как управлять работой маркетплейса, то ты можешь уже дальше себя присоединить на любых условиях тому или иному игроку на рынке. Вот и все. А знания, они бесплатные. То есть, ну, в большинстве своем можно их получить бесплатно. Все, что есть. Так или иначе. Чатов, куча, телеграм-каналов. Владлен, вот ты говорил, что у тебя там более 60 инструментов на сервис. Там, ну, основные моменты — это искать ниши, там, искать конкурентов, там, работать с блогерами. Какие еще есть возможности, какие еще есть инструменты, которые ты хотел бы, ну, отметить? Ну, можно также через Wildbox делать SEO-оптимизацию комплексно, да, собирать семантическое ядро, пробивать позиции свои, проверять видимость, то есть управлять своей видимостью. Можно получить рекомендации того, насколько твоя карточка, почему она отстает от конкурентов, да, какие ключевые запросы выпускает, в каких категориях ты отсутствуешь, сколько тебе не хватает выкупов для того, чтобы быть выше. То есть она показывает твои проблемные места. Какие склады ты недопоставляешь относительно конкурентов. То есть он все это показывает. Знаешь, часто... Кстати, вот на Исикуле, когда мы были, когда нам подошла девушка, у нее... Я просил помочь. Мы со сцены делали разбор. И подошла девушка, говорит, можете подсказать, как я могу улучшить свою карточку? И дает свою карточку, я смотрю, а она топ-1 в юбках. Понимаешь? То есть она просит нас разобрать карточку, которая и так уже топ-1 в юбках. Понимаешь? Ну и там начали ребята тоже говорить, ну там типа надо тебе инфографику, что-то там подулучшить и так далее. Ну а что как может быть там условно плохая инфографика или что-то еще, если карточка уже и так там делала около 40 миллионов, что ли, она делала эту карточку в месяц. Но при этом я обратил внимание, то, что она не использует большие размеры. То есть у нее отсутствуют определенные размеры, которые есть у конкурентов. Это я предложил ей добавить. Ну, то есть простая абсолютно логика, что ты просто не все размеры используешь, которые могут идти, а они есть у конкурентов, может позволить сильно прирастить продажи. Потому что часто добавление размеров открывает, ну, больших размеров, например, открывает для тебя новые категории на маркетплейсе, новую видимость, новый трафик и новые продажи. Вот там же можно посмотреть упущенную выручку, да, которая могла быть, например. Да, также я увидел, что у него высокая упущенная выручка, что одного размера у него вообще не было в наличии. Он периодически заканчивался. И она из-за этого тоже выпускала деньги, тоже я это подсветил. И я думаю, что в этом плане Wildbox, если бы она им пользовалась, то она могла бы сразу все это увидеть, да, и понимать, что можно как оптимизировать, работать со своим ассортиментом, как добавить себе, как правильно сформировать размерную горку, какие должны быть эти размеры, в каком количестве и прочее, чтобы выжимать максимум от продаж такого хорошего товара, который у него представлен. Понимаешь? Вот. Так, ну то есть рекомендации, SEO, написание текстов, видимость, контроль видимости, поиск ниш, помимо таких инструментов, как Oracle запросов, у нас очень много различных сущностей по подбору ниш через... Мне очень нравится подбирать ниши через поставщика. У нас есть инструменты отбора ниш через поставщиков. Мы можем посмотреть тех, поставщиков, которые лучше всего продают в нише, в той или иной, в категории одежда, которые появились недавно, да, и показывают какой-то экстра сильный рост. Понять, за счет чего. Потом зайти, провалиться в них, посмотреть, какие товары они используют, стратегии, что приводит их к такому экстраординарному росту. Да? И таким образом понять для себя не только нишу, но и всю вообще стратегию, да, продвижения. Так вот очень легко можно прям сесть и отобрать лидеров по росту, которые недавно появились, прям сделайте вот обязательно
Так, да, просто зайти, покажите мне селлеров, которые выросли за последнее время там в категории одежды, например, если тут уже много одежды занимается, больше, чем на 20%, и там выручку, которая больше 3 миллионов, и появились, допустим, эти селлеры, чтобы не больше, чем 3 месяца назад. То есть система покажет тебе тех, кто уже больше 3 миллионов зарабатывает, появились совсем недавно, да? Да. И которые быстро растут, каждый месяц сильно-сильно. И посмотрите, что они делают, какие товары у них. Это классная штука, да. Так, кстати, очень мало кто делает через селлеров искать. Еще прикольно, когда ты находишь какой-то товар, тоже через Wildbox это можно сделать, можно сразу посмотреть его стоимость в Китае, да, если это товарный бизнес. Да, то есть ты прямо можешь нажать на одну кнопку. А откуда они подтягивают эти данные? AliPrice, мы интегрированы с AliPrice. Круто. Да, то есть мы можем посмотреть сразу стоимость на 16.88, на Shopee и прочее, если это товарный бизнес. Сразу сопоставить вообще экономику, примерно прикинуть, особенно вам в Кыргызстане. Да. Связки с Китаем. А как бы твой сервис помог бы производителям? Все-таки их тоже у нас их много. Многие производители пытаются самостоятельно выходить на маркетплейсы. Да. Вот если можно об этом. Да, у нас есть классные инструменты тоже для этого. Например, аналитика характеристик. Ты можешь взять всех лидирующие карточки продаж того или иного поискового запроса или категории, любых, и просто скормить нашему сервису, и он тебе выдаст, разобьет их на атомы по характеристикам. Он скажет, например, что там лучше всего идут футболки с V-образным вырезом, с хлопковые, там, такой-то длины, оверсайз, там, такого-то цвета черного. С кармашком. Да, с кармашком, да, сбоку, да. Он сегодня тебе прям по всем характеристикам, за какого даже модели это нужно сфоткать, на какой у него должен быть рост и параметры все там, даже. Это очень сильный многофакторный анализ по всем характеристикам можно делать в Wildbox, просто буквально в один клик. Просто твой сервис, он обнуляет тех, кто обычно боится показывать свои модели, да, вот есть же такие вот люди, я не хочу делиться там своими моделями, не хочу показывать, что я продаю, по сути, и, есть такая категория людей, которые вообще... Да, есть. Но, по сути, благодаря твоему сервису это не нужно, ты можешь просто в какой-то категории, в какой-то нише уже выявить там лидеров, так сказать. Слушайте, мы все на виду, да? Мы все на виду. В Wildbox я тоже выпускаю инструмент, и он на виду у всех, и у конкурентов всех моих, да, и прочее. Нужно стараться, не бояться, что тебя украдут. В любом случае, когда ты что-то выпустил, есть какое-то время, чтобы ты успел нормально на этом заработать, да, и дальше параллельно придумывать что-то дальше, новое, да. Так и здесь ты выпустил одну футболку, параллельно уже дальше думай над другой футболкой, над курткой, еще над чем-то. Копировать будут в любом случае всегда, но это не значит, что у них получится скопировать тебя полностью. Это тоже, знаете, не так легко, недостаточно просто. И не значит, что они сделают так же бизнес, как ты, да, там, сделают такие же продажи, условно. Ну да, мне может быть, там, не знаю, нравится то, что там спортсмен, он идет, такой там, знаешь, весь поджарый, накачанный, мне тоже нравится то, что хочу, но мне надо год, чтобы... Да, надо работать, да. Да. Надо год, чтобы тоже так быть. Все верно. То есть это не так все просто. Просто посмотреть недостаточно. Нужно еще кучу дел сделать. В целом, ты часто начал приезжать в Кыргызстан. Я уверен, это связано с чем-то. Вот можешь поделиться с чем? Да. И какие у тебя планы в целом на Кыргызстан, на Среднюю Азию? Ну, мы сейчас активно, действительно, мы хотим сходить в СНГ, да, и Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, вот эти регионы нам особенно интересны. В Кыргызстане, если прям все-таки выделить, наверное, это такой самый топ, да, по возможностям для селлеров, которые открываются, как ты уже правильно отметил, сегодня из-за географических особенностей, из-за того, что здесь очень много производств, да, поэтому действительно здесь огромный... сравнительно налоговый рай. Да, и еще здесь налоговые, по налогам все очень неплохо, да, демократично. Поэтому как будто бы сейчас можно быстро объяснить не таким многочисленным количеством селлеров, здесь 24, где-то 30 тысяч селлеров, да? Ну, если считать вместе с Озон, чуть больше 30, да. Да, это 30 тысяч селлеров в Кыргызстане, то есть это не так прямо много. Мы хотим, да, как бы дать им наши инструменты,
и помочь им более активно, эффективно проникать на маркетплейсы российские. Да. То есть наша задача здесь просто увеличение распространения нашего сервиса и ценности на СНГ, страны СНГ. Ты говорил, что у тебя интеграция с AliPrice и с другими площадками китайскими. Вообще, какие планы с китайским маркетплейсом? Мы, кстати, 30 апреля там делаем тоже очередной наш бизнес-форум, где собираем селлеров из стран СНГ. Вот я всем рекомендую присоединиться, потому что Китай очень сильно меняет мышление. Если там раньше не было, например, то обязательно надо поехать, если круто, что такие организовываешь мероприятия. Да, вообще это круто, поэтому я приглашаю и тебя официально. Давай, я знаю, что у тебя там очень много больших своих возможностей, контактов. Ты сейчас делаешь различные коллаборации, в том числе и с Alibaba, с другими площадками. Подключайся, потому что, так или иначе, Китай является мировой фабрикой, и товарный бизнес в целом и в странах СНГ, да и в мире, так или иначе связывает с Китаем, поэтому очень важно, конечно, как минимум, если вы селлер, очень важно хоть раз ездить в Китай, посмотреть, как все это работает, посмотреть вообще на рынок электронной коммерции в Китае. Кстати, нас также приглашают на родину Алибабы, на родину электронной коммерции, где зарождалась электронная коммерция в Китае, в город Ханчжоу. У нас там тоже будут образовательные определенные коллаборации с китайскими коллегами. В общем, в целом, какие у тебя планы вообще с китайскими маркетплейсами в дальнейшем? Может быть, об этом? Мы ведем переговоры там с 1688, тоже коллаборации. Поэтому... в части аналитики? Да. Все планы не хочу сейчас раскрывать. Да. Понимаю. Понимаешь, да? Потому что... Конкуренты, как говорится, не спят. Но в целом, мы смотрим многие маркетплейсы сейчас. Как я уже сказал, одна из наших стратегий — это двигаться в направлении то, что нужно селлерам, да, сейчас из России и СНГ. Поэтому, да, мы туда, конечно, смотрим, потому что и селлеры начинают тоже активнее взаимодействовать с китайским маркетплейсом, в том числе кыргызские селлеры из Кыргызстана тоже заказывают много, там, 1688, и как будто бы иметь какой-то дополнительные инструменты работы с этой площадкой для вас, для вашего региона было бы тоже очень сильно полезно. Поэтому китайские планы про Китай, они есть. Мы уже ведем там взаимодействие в части аналитики. Но пока больше фокус все-таки идет на российские маркеты. Да? Их надо сначала все покрыть, закрыть, и потом уже все остальное. Да? А вот что касается Озон, там Мегамаркет, Яндекс.Маркет, планируются ли какие-то с ними? Да. Сейчас в ближайшее время должно выйти решение с Озон. И потом чуть позже еще с Яндекс.Маркет. Владлен, в общем, благодарю тебя за то, что ты пришел на наш подкаст. Действительно было очень интересно тебя послушать. Очень много лично я узнал для себя. Я уверен, селлеры тоже сегодня подчеркнули для себя очень много интересного, которые будут использовать в своем бизнесе, в своем развитии. Еще раз выражаю тебе благодарность. Очень надеюсь, что следующий приезд тоже можем с тобой побеседовать в рамках нашего подкаста. Возможно, ты привезешь что-то новое на наш рынок. В целом, мы являемся, для кого не секрет, являемся также официальными партнерами Wildbox, уважаемые гости, уважаемые селлеры. Поэтому, если у вас возникнут вопросы, наш адрес Токтугул, дом 116, можете приходить, консультироваться. Мы будем готовы проводить для вас бесплатные мастер-классы, обучение, работу на Wildbox. И Владлен, наверное, подтвердит это прямо в камеру. Да, мы с Марселем, с Табарман являемся официальными партнерами. 3 дня назад я сам читал тоже мастер-класс для коллег, да, то есть мы постоянно находимся на связи, рассказываем про наши новые инструменты, обучаем команду Марселя нашим инструментам. И поэтому можно так сказать, что с Табарман вы получите вам поможет, да, максимально использовать все возможности нашего сервиса инструментария. Да, то есть ребята реально обучены всем нашим технологиям, подходам.
от себя хочу сказать спасибо тебе большое, что пригласил. Спасибо, в принципе, что открыл для меня Кыргызстан, потому что первым человеком, кто меня сюда позвал, был ты. Да? Удивительное место, где очень много возможностей для вас с хорошими людьми. Я хочу вам просто всем пожелать в моменте, чтобы вы оценили, чтобы вы поняли свои возможности, осознали их. Да, потому что их действительно у вас очень много, и из-за географических особенностей, и просто, ну, их очень много, да, Китай рядом. Деньги — это не проблема, их можно привлечь, или что-то еще, можно найти селлеры, там, условно, из России, который зайдет с вами в партнерство, да, условно. Это все решаемо. Но главное понять свои возможности, не бояться, тоже очень важно. Не бояться изменить свою жизнь, не бояться двигаться вперед, идти навстречу чему-то новому, не бояться, что тебя что-то кто-то украдет, там, конкуренции какой-то. Не бояться, идти вперед и осваивать, все время учиться осваивать новые инструменты, техники, потому что сила у вас уже тоже точно есть, сила есть. А техника тоже очень важна, потому что сила без техники недостаточно. Да. Ну, техника со временем, я думаю. Технику, да, техники все тоже есть. Обучать, вот техника обучит, покажет Марсель. Да, ну и мы, пожалуйста, обращайтесь. Бесплатно обучение тоже дадим. Да, Да. обучение. Все. Спасибо большое.